Интервью программы. Юрий Спиридонов, председатель Верховного Совета Республики Коми. Ну, вообще, если говорить о миллионе, то я думаю, что это такая азбучная прописная истина. Есть два способа, чтобы у тебя появился миллион. Или его заработать честным трудом, или украсть. Но раз мы говорим о том, как заработать, мне просто кажется, что нужно раскрепоститься, не надеяться ни на кого. Это первое. И реализовать свои возможности. И таких людей появляется все больше и больше. Можно сколько угодно сетовать и опять продолжать просить или вырывать у государства, как это сегодня делается по заработной плате, или обвинять государство в том, что оно о ком-то не заботится, как это делается сегодня так в обывательских кругах. Но можно и работать так, как сегодня работает, скажем, тот же наш Республиканский совет ветеранов, те же наши общество инвалидов, которые не сидят и не ждут только от государства, они сегодня пытаются сами себе заработать. Посмотрите, сколько организовано малых предприятий, надомных служб, сколько пытаются создать таких предприятий, организаций, где посильно могут эти люди каким-то образом сами себе зарабатывать. И как это ни странно, вот что меня даже... где-то могу сказать, что и удивляет, что эти люди оказались к новым условиям больше приспособлены, чем так называемые средние трудящиеся на государственных предприятиях, которые только кричат «дай зарплату». Но от этого ничего не добавилось, ни производительности труда не добавилось, ни объемов производства не добавилось. И все, что государство туда вкладывает, кредит или все это идет в зарплату, работа на сегодняшний день. Поэтому, чтобы заработать миллион, надо просто верить в себя, уметь делать дело и браться за него. Я тут других путей не знаю. А вот то, что я сказал, вторую часть, вот для этого мы должны стоять на страже, чтобы не обесчестить вот это желание иметь миллион. А у нас, к сожалению, в обществе иногда путают это все и валят все в одну кучу. И умеющих работать, и желающих работать, и варюк, и всех в одну кучу пытаются смешать. Этого ни в коем случае нельзя делать. Так что я желаю людям, которые умеют, которые набрались смелости, взяться за это дело, всяческих успехов. Пусть у них быстрее появится миллион. От этого общество только выиграет.
Уважаемые товарищи, друзья, соотечественники, горе безмерной утраты собрало всех, кто знал, кто работал, кто верил, кто трудился вместе с первым главой Республики Коми Юрием Алексеевичем Спиридоновым. Его путь в служение стране, народу, нашему краю хорошо известен почти всем здесь присутствующим. Большую часть своей трудовой жизни он провел здесь, среди нас. Он прошел трудовую закалку в трудовых коллективах в одной из самых тяжелейших отраслей – нефтяной. Он прекрасно видел, понимал те возможности, которые стоят перед республикой, и те перспективы, которые перед ней открывались. В полной мере проявился его талант организатора и руководителя на партийной работе, где он стал сразу же лидером и вожаком городской и республиканской партийных организаций. Немногим партийным лидерам зачлось в трудовой путь построить город, а Спиридонов построил. Усинск тесно связан с его именем. На его плечи легла тяжелейшая ответственность переломных 80-х, 90-х годов прошлого столетия. В условиях страшного, практически нервного, да и физического напряжения велась работа под его руководством в Верховном Совете Республики Куб 12-го созыва. Встать во главе этого сложного парламентского организма, привлечь на свою сторону симпатии, да и антипатии, это дорогого стоит. Поэтому, наверное, закономерно, что под руководством Юрия Алексеевича была принята и Конституция Республики Коми, и Декларация о государственном суверенитете. По-настоящему
его организаторские способности, его государственный ум, его недюжинные возможности были проявлены на посту главы Республики Коми. И то доверие, которое оказали ему жители республики в 1994 году и в 1997 году, избрав главу республики, говорит о той степени доверия, которой он пользовался. Он был разным, он был сложным. Это был Спиридонов. Он не умел заискивать. Он одинаково гордо держался и в высоком кремлевском кабинете, и ровно профессионально общался в рабочем коллективе. И творческая интеллигенция, и техническая интеллигенция, и молодежь, и ветераны, и ученые считали его своим. И это действительно было так. Конечно, время расставляет свои приоритеты, и много еще предстоит переосмыслить. Но сегодня неоспоримо одно, что республика прощается с одним из самых талантливых лидеров и организаторов за всю историю своего существования. Он умел принимать решения, он умел брать ответственность за их реализацию. Он был жесток иногда, подчас в этой реализации, но именно эта жесткость сплачивала людей, настраивала на нужный деловой лад и работу. Не все мы знаем Спиридонова ученого, а вот научное сообщество наверняка помнит его как доктора экономических наук, который внес свою лепту в изучение потенциала северо-запада экономического и севера России в целом. О нем можно говорить много и бесконечно. Кавалер высших советских, российских, зарубежных наград, орденов Русской Православной Церкви, он всегда в сущности оставался простым, доступным, интересным, прежде всего человеком. Поэтому сегодня горе безмерно. Наверное, у каждого сохранится образ своего Спиридонова. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать ему последнее «прости», «прощай» и пожелать ему Царства Небесного. Траурный митинг, посвященный памяти первого главы Республики Коми, члена Совета Федерации, председателя Президиума Верховного Совета Коми СССР, депутата Государственной Думы Российской Федерации, разрешите считать открытым. Я предоставляю слово главе Республики Коми Гайзеру Вячеславу Михайловичу. Ушел из жизни Юрий Алексеевич Спиридонов. Человек, благодаря которому 1,5 десятилетия в жизни республики можно, как минимум, смело назвать эпохой Спиридонова. Такой человек не мог не быть перекрестий всяких противоречивых мнений, суждений. Но сегодня, несомненно, одно, что это был человек колоссальной личности, огромного государственного масштаба. И ни у кого сегодня нет сомнений в том, что всю свою жизнь, все свои силы Юрий Алексеевич отдал служению Отечеству и народу. Он умел и любил говорить с людьми прямо и открыто. Он никогда не прятался за спину других, не ходил в тень. Он не боялся взять на себя личную ответственность за порой очень непопулярные, но очень необходимые решения. Не каждому это дано. Он обладал не просто политическим чутьем, а отдельным даром. Он жил не сегодняшним днем, он думал на годы и планировал, и работал на годы вперед. Конечно, это был человек огромной силы воли, огромного мужества. С жизнью этого человека связаны самые значимые вехи развития нашей республики. И, конечно, жители нашей республики навсегда, я нисколько в этом не сомневаюсь, сохраняют в своих сердцах память о Юрии Алексеевиче Спиридонове. И сегодня я хотел бы выразить самые глубокие, самые искренние соболезнования Галине Ивановне и всем родным и близким Юрию Алексеевичу. Вечная ему память. Слово предоставляется заместителю председателя Государственного совета
Республики Коми Шумейко Евгений Александрович. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, родные и близкие Юрия Алексеевича, сегодня мы провожаем последний путь и прощаемся с Юрием Алексеевичем, человеком, чье имя, чья судьба неразрывно связана с нашей республикой. Ушел из жизни великий человек. О Юрии Алексеевиче многое говорили, говорят и будут говорить. Имя его на века останется в истории нашей республики. Это человек, который умел держать удар. Это человек, который не боялся трудностей. Это человек, который никого никогда не предавал. Который всегда стоял на передних рядах. Это лидер, это личность. Человек грамотный, прекрасный политик. Человек великолепный руководитель. Человек, который в трудные периоды, которые переживала наша страна и неотъемлемая часть Республика Коми, сумел сплотить вокруг себя команду единомышленников. Людей сильных, таких как он сам. И благодаря именно Юрию Алексеевичу, его команде под его управлением республика смогла выстоять и преодолеть и развал Союза, и реструктуризации, и перевороты, и шахтерские стачки, и удержать республику. И главное не только удержать, но сделать задел. Создать тот потенциал, который сегодня позволяет республике дальше развиваться экономически и социально. Я от имени депутатов Государственного совета Республики Коми, от работников аппарата Государственного совета Республики Коми выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Вечная память, Юрий Алексеевич, спи спокойно. Мы помним тебя. Ты вечно будешь в наших сердцах. Слово предоставляется Рощевскому Михаилу Павловичу. Дорогая Галина Ивановна, Марина Юрьевна, дорогие друзья, соратники, товарищи, все те, с кем Юрий Алексеевич работал последние несколько десятков лет в Республике Коми. Это был очень сложный период. Сложный период председателя Верховного Совета Республики Коми, потом и на главу Республики Коми. Трудно описать. Это был переломный момент в жизни всего нашего народа, всего Советского Союза. Мы помним этот период, когда юг бывшего Советского Союза полыхал отнюдь не зною, а кровавыми разборками. Юрий Алексеевич удержал севера в этом отношении. Юрий Алексеевич сделал все то, с тем, чтобы наша республика не потеряла своего лица республики, а принял те советы, которые ему были даны, о том, что в республике необходим государственный совет, по примеру того дореволюционного государственного совета, который когда-то существовал в давней России. Юрий Алексеевич принял гениальное решение, когда добился того, чтобы было в Республике Коми воссоздано православие. Вспоминаем и говорим, они, к сожалению, не все реализованы, но это уже судьба этого периода. Я могу просто перечислить, что в советское время он поднял вопрос о создании Тимано-Печорского территориального производственного комплекса. Конечно, сейчас это уже нереально, потому что мы живем в другом мире. А вот проблема Коми-Сапсвея, то есть того пути, который соединит Сибирь, Урал и Белое море, теперь это называется Белкомор, это реализуется, и оно будет реализовано в этой стране, потому что иначе просто будет стыдно. Николай II за несколько лет создал Транссибирскую магистраль, а мы уже несколько десятков лет обсуждаем этот вопрос. Период, когда Юрий Алексеевич в очередной раз представлял свою кандидатуру на должность главы Республики Коми и не был избран коллективом нашей республики, был создан, я считаю, что чрезвычайно важный документ – это план экономического и социального развития Республики Коми. Он был издан массовым тиражом, и он хорошо известен трудящимся республики. Юрий Алексеевич это не был деятелем только республиканского Коми, республиканского масштаба. Многие идеи, которые им были заложены, они реализуются,
Они знают, и они имеют огромное значение для целиком всей России. Имя Юрия Алексеевича Спиридонова останется действительно в веках. Спасибо Юрию Алексеевичу за то, что в самые трудные годы он сделал все, чтобы наша республика выстояла, сохранилась и получила дальнейшее развитие. Спасибо, Юрий Алексеевич, тебе. Слово предоставляется генерал-полковнику Сергееву Анатолию Ипатьевичу. Дорогие друзья, все, что сказано сегодня Юрий Алексеевич, это только малая частица того, что он заслужил при своей жизни. Я знаю Юрия Алексеевича с 91-го года. В то время, когда страна такова, как Советский Союз, развалилась, когда экономику никто не поддерживал, когда о народе никто особо и не старался думать, а о борьбе тем более. Я хочу похвалиться этому человеку. Лично не считая даже родным. Юрий Алексеевич, мы с тобой выстояли, ни перед кем не гнулись, ни перед кем не преклонялись и делали то, что положено делать во имя нашего народа. Спи спокойно. Но я думаю, что было бы правильно, если бы мы слова соболезнования сказали всем здесь присутствующим. Потому что мы сегодня прощаемся не с рядовым гражданином. Мы прощаемся с человеком-легендой. Если я что-то в жизни достиг, это во многом благодаря именно Юрию Алексеевичу. Спасибо, Юрий Алексеевич, за все, за это. Я думаю, такое же спасибо могли бы сказать абсолютно большинство здесь находящихся. Потому что среди каждого он что-то внес. Когда страна кипела, когда не работали законы, когда из танков расстреливали собственный парламент, вот в это время он руководил парламентом, который состоял из 180 депутатов, большинство из которых пришли под лозунгом, получили мандат под лозунгом «Долой КПСС». А все руководства Верховного Совета, и Юрий Алексеевич Спиридонов, и Юрий Иванович Семуков, и я, бывшие первые секретари. Вы представляете, что это было? Какая была буза? Именно в этот созыв были приняты важнейшие документы. Это Декларация о государственном суверенитете, это Конституция Республики Коми, Но ты должен ехать.